Так, всем здравствуйте. Наш проект нейротехнологии в образовании. Надеюсь, эту запись кто-нибудь посмотрит из школьников. Наше направление – это искусственный интеллект, нейроинтерфейсы и цифровые... Так, направление нейротехнологии в образовании, искусственный интеллект в образовании и цифровые платформы. Первые нейротехнологии. Вообще, что такое нейротехнологии? Технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания. В этом направлении мы ознакомимся с технологией eye-tracking и вообще в целом рассмотрим нейроинтерфейсы в образовании. В нашем институте есть такие интерфейсы, как NeuroPlay, Emotive Epoch и Neri. То есть школьники могут в любое время взять любой из этих нейроинтерфейсов и поработать с ними. Далее искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это область компьютерных наук, которая занимается разработкой систем и алгоритмов, способных имитировать интеллектуальные функции человека. Какие работы могут создавать школьники с использованием ИИ? Например, это создание образовательного контента или обучение нейронных сетей, а также школьники могут изучить структуру ИИ. Следующее – это цифровые платформы. Цифровые платформы образования представляют собой онлайн-портал, приложения или программы, которые предназначены для образовательных целей и обеспечивают доступ к обучающим материалам. На этом слайде вы видите образовательную видеоигру Code Combat в формате RPG, созданную для обучения концепции и языкам программирования. Далее я передаю слово наставнику Слепцовой Саине Андреевне. Всем здравствуйте. Я Слепцова Саина Андреевна, учусь в педагогическом институте, студент 4 курса. Под свое крыло я хочу взять 5 обучающихся, и конкретно работать мы будем по... Ой, что-то тут плохо видно, да? По этим направлениям. Первое – это создание виртуального ассистента, который будет работать на базе искусственного интеллекта. Второе – это выявление уровня познавательной активности и концентрации у обучающихся при использовании иммерсивных технологий. Иммерсивные технологии – это VR-шлемы, съемки в 360 и так далее. Третье направление у нас – персонализация обучения школьников. По урокам информатики, но может быть и по любым другим, с помощью технологии eye-tracking. И изучение влияния звуковых сигналов на мозговую активность с помощью нейроинтерфейсов, которые как раз-таки в распоряжении лаборатории педагогического института. Если вам будет интересно именно поработать по этим направлениям, я буду рада стать вашим наставником. Спасибо. Далее идет мой слайд, Наглицына Светлана Андреевна. Я студент 4 курса педагогического института, кафедры информатика и вычислительная техника. Какие темы я взяла для работы со школьниками? Это платформа для геймификации образования, как раз связана с моей дипломной работой. Здесь идет создание игры на движке Godot в целях геймификации образовательного процесса. Далее одна из тем – это этика нейроинтерфейсов. Следующее – исследование влияния музыки на мозговую активность с использованием нейроинтерфейсов и исследование влияния различных отвлекающих факторов, таких как шум, свет, движение, с помощью использования технологии eye-tracking. Если вас заинтересовали такие темы, можете… Там последний слайд будет. Вот наш руководитель проекта. Скопировать вот QR-код и через него поинтересоваться выбранными проектами, которые вам понравились. Меня зовут Никита. Мои темы – это разработка образовательного контента с использованием искусственного интеллекта, то есть всякие расписания, учебный план и все такое. Вторая тема – это оценка эффективности методов обучения с помощью нейротехнологий, сравнение результатов
ЭЭГ при использовании различных методов обучения, таких как чтение или просмотр видеоуроков или участие в интерактивных занятиях. Ну и третья тема – это обучение и запуск нейронных сетей на TensorFlow или Teachable Machine, ну, в онлайн-платформе, в общем. Ну, если вас заинтересует, то пишите. Ага. Все, спасибо. Дальше. Дальше. Также у нас есть наставники Чирикова Юлия Степановна. Она сейчас не может выступить, поэтому можете сфотографировать ее слайд, ознакомиться с ее темами. У Михаила сейчас связь очень плохая, поэтому он не будет выступать. Светлана, давай дальше пока что. Также есть Кузьмин Михаил Терентьевич. Он тоже сегодня не выступает. У него вот такие темы. Далее у нас идет план работы по проектам. Мы решили разделить их на 5 частей. Это регистрация школьников, выбор проекта, потом у нас идет тема цели и задачи проекта, потом основная – это работа над проектом, выступление на конференции, потом работа над проектом «Шаг в будущее», большие вызовы и завершение проекта, подведение итогов, апрель-май, последний месяц. Вот наши наставники все. Тут вы можете перейти на регистрацию на проект в сервис лета. Тоже можно сфотографировать. И вот наш руководитель. Сарчинский Максим Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатика и вычислительная техника. Он у нас также победитель Всероссийского конкурса Лига лекторов, победитель гранта президента РФ, как раз-таки по исследованию нейроинтерфейсов для анализа электронного обучения. И он проектный наставник проектного образовательного интенсива от идей к прототипу. Тоже ссылка на его контакт. Все, наша презентация закончилась. Спасибо за внимание. Спасибо. Ага. Спасибо всем выступающим за очень подробную презентацию и темы для того, чтобы участники, школьники выбрали. Как я понимаю, значит, на одной теме буквально нужно 5 участников, школьников. Да. Один наставник берет около 5 школьников.